На сегодняшний день в Украине живет уже 555 тысяч участников боевых действий. Это всех войн. Это всех войн. 14 тысяч осталось еще ветеранов Второй мировой войны. Более 100 тысяч ветеранов Афганистана. Более 50 тысяч миротворцев. И более 360 тысяч участников АТО ООС, антитеррористической операции. Ну, судя по тому, как развиваются события, я думаю, что 1100 еще участников боевых действий будет, потому что на Донбассе находятся сегодня ребята, которые защищают Украину. И, ну, это десятки тысяч инвалидов, около 10 тысяч семей погибших на сегодняшний день в Украине. Поэтому это на самом деле такой пласт людей, которые либо помогут этой стране прорваться вперед, если с ними правильно отстроить отношения, либо это люди, которые могут стать в определенной степени таким, знаете, динамитом. Ведь я даже себя после афганов вспоминаю и вижу, что происходит сегодня со многими ребятами, да, потому что люди возвращаются с войны, даже если не раненые, контуженные и инвалиды, то они все с посттравматическим синдромом. Конечно. То растет количество суицидов. Кто-то спивается, кто-то есть, кто-то, кто идет вот там киллером, да, помните там событие, когда в мальчика выстрелил в центре Киева, да. Человек, который воевал на войне, да, многие не могут взаимопонимания в семье найти. На самом деле, так называемый посттравматический синдром системного подхода в государстве, к сожалению, уже 6 лет идет война, не выработана. Ни по вопросам реабилитации, ни по системе, скажем, самого статуса участников боевых действий.